Витаю вас, друзья. Сегодня 24 декабря 2025 года, 18 часов 1 минута по Берлину, 20 часов 1 минута по городу Джохару. Сегодняшний наш стрим называется «РФ больше нет. Кто и как заберет Сибирь и Дальний Восток». Давайте об этом и многом другом поговорим. Всем тем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо в фашистской России, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности и не пишите информацию, которая может как-то вас идентифицировать, не распространяйте ссылку. Все остальные присоединяйтесь. У нас сегодня вопрос такой. Китай заберет Сибирь и Дальний Восток после краха РФ? Вопрос. Да или нет? В YouTube у нас идет такой вот опрос. Отвечайте, пожалуйста, и так далее. Надеюсь, вас реклама на нашем канале не раздражает. Если что, ее нужно смотреть до конца. И так, поехали. Как известно, вчера, где-то в 500 метрах от того места, где позавчера был подорван российский террорист-генерал в звании генерала, одиозный убийца, который со времен геноцида чеченского народа принимал участие в войне против чеченцев, ну и последующих, был ликвидирован. Буквально в 500 метрах от него сегодня двое полицейских пытались подойти к мужчине, который, как утверждает российская лживая пропаганда, пытался заложить взрывчатку под полицейскую машину. В этот момент произошел взрыв, и все трое погибли. Короче, вот такие вот дела. Говорят, некоторые тут разные пишут, не знаю, кто их взрывал, пока ничего не известно, но пишут, что эти двое полицейских, непосредственно эти или тот отдел, где произошел взрыв, принимал участие в пытках украинских военнопленных. Не знаю, насколько это достоверно или нет, но такая вот информация блуждает в сети. Будем наблюдать, будем слушать. Так. Привет, Старсклайд. Привет. Спасибо, кепка, да, классная. За 1 год 3 генералов на концерт Кобзона отправили. Да, совершенно верно. Один из них был, который занимался ядерным вооружением, там с чем-то связанным с ядерным вооружением. Вот этот тоже одиозный террорист. И да, по-моему, 3 генерала уже в этом году российские уничтожены. Но вот вопрос, кто это сделал? Кто это сделал?
сделали это украинские спецслужбы, либо это сделали российские спецслужбы, потому что, как мы знаем, Путин зачищает всех военных. Дело в том, что военные это самый кошмарный сон для ФСБ, для Путина, и они очень их боятся. Боятся, потому что хорошо помнят, как после смерти Сталина именно военные расстреливали, казнили разных одиозных чекистов, как исполнителей, так и руководителей, в том числе и Берия, как известно, был расстрелян. Поэтому сейчас военные могут уничтожаться тем же ФСБ. Поэтому посмотрим. Дели Саламаш, Шарани Машволь. После Сталина казнили Берию, главу КГБ. Да, абсолютно верно. И Берия, в том числе, они сдерживали военных, ну, так сказать, сдерживали всех одиозных. Вообще, российские военные, они напрочь коррумпированы. Не как ФСБшники, конечно, но очень коррумпированы. И вот в этой ситуации они практически все на крючке. Да? Вот против них возбуждаются уголовные дела. Ведь коррупция – это неотъемлемая часть российской системы. И она именно для этого и нужна, чтобы ловить людей на коррупции, получать самим с них денег, эти ФСБшники с них получают, и потом еще его держат на крючке. Потому что как для офицера, там, запятнать себя коррупцией, ну, короче, и в коллективе авторитет теряется. Ну и плюс в тюрьму можно присесть надолго. Поэтому военных боятся, российских военных. И сейчас кому-то нужно взять ответственность за эту войну. Если вы обратили внимание, Путин, там разные другие лица сообщают о том, что нам говорят, что никого насильно на войну мы не посылаем. Вот такие вот фразы у них. Да? Это деньги, платятся деньги, люди идут добровольно и все такое. Это объяснить, что нас это не касается. Потом Путин начал заигрывать с военными. Он их приглашает, там им какие-то дороги, посты, что-то там обещает и так далее. Конечно же, только своим ФСБшным военным, то есть агентам ФСБ, российским военным, они могут что-то дать. Остальные это так, забалтывают, чтобы военные не пошли против них. Вот такая вот ситуация. Но военные на самом деле, я думаю, не способны, как после смерти Сталина, зачистить все КГБ. Вот просто не способны они. Во-первых, они напрочь коррумпированы, они полностью преступны. И в первую очередь, конечно, это геноцид чеченского народа, который совершили эти российские военные по приказу того же ФСБ. Но непосредственно исполнитель, вот он уже на крючке. За это он получает привилегии, там какие-то посты, должности и так далее. И поэтому вполне возможно, что ликвидациями российских генералов, российских военных, как также их сажают, а то ликвидацией может заниматься Россия. Поэтому все, ну, ФСБ имеется в виду. За все время СВО Россия потратила на СВО 542 миллиарда долларов. Неплохо, неплохо. Чечня России абсолютно не нужна. Держать там войска глупо, говорит Лев. Я полностью согласен с вами, Лев. Также я считаю, что не просто она не нужна, она не имеет никаких прав на ваша Россия, не имеет никаких прав на нашу землю, маленькую землю. Просто ваша вот эта шизофреническая какая-то тяга к завоеванию чужих территорий путем страшных бед, трагедий, страданий необъяснимо. Просто необъяснимо. Я не знаю, почему это. Вроде каждый по отдельности из вас нормально адекватные, вы там россияне, русские. Так общаешься, толпой соберетесь, какие-то оголтелые имперские орки становитесь. Непонятно.
Поэтому нужна, не нужна, это уже второй вопрос. Имеете ли вы право на нашу страну? Нет, не имеете вы права. Ваня, go home, так сказать. Валейк салам, Осман, машвауль. Валейк салам, машвауль. Наверное, в Москве больше коррупции, чем на Кавказе. Ну, что значит больше? Если в суммах, в размерах, да, взятки, то да. А так, я думаю, одинаково все. Система построена ФСБ, КГБ СССР. И вот она выстраивалась одинаково. Да, где-то, может, чуть больше этой коррупции, чуть меньше. Ну, по большому счету, все стандартно у них. За 25 год на СВО потратила Россия 11 триллионов рублей. Ну, правильно. У них все есть. У них школы нормальные, больницы нормальные, старики пенсии хорошие, большие получают. Ну, почему не повоевать? Движ-то нужен. Это у них, знаете, такой вид экстрима. Нравится Путину. Правда, самому не нравится ему, конечно, погибать, а вот других посылает. Машу и Шаране, с Элма Эйдер. России нет. Есть политики сегодня одни, а завтра другие. Чечня абсолютно заслуживает независимости. Спасибо, Лев, за понимание. И, ну, России нет, есть политики. Ну, есть политики, но эти же политики на протяжении всей вашей истории. Это же не только сейчас Путин с Патрушевым начали. Всю историю. И даже когда в Советы перекрашивались, и империя когда была. Ну, все время. Все. Это вот такое у вас, такая вот культура, культурный код. Завоевывать чужие территории. Москва и болото вокруг километров 100. Вот это и будет вся Россия, говорит Венец. Ясно. Будем надеяться, что вы окажетесь правы. Шизофреническая федерация зашаталась. Друзья, скажите, звук есть? Скажите, есть ли звук? Есть ли звук, друзья? Это что здесь? Куда это? Что за реклама у меня тут всплыла? Да, звуки. Спасибо, Светлана, спасибо. Так, давайте почитаю ваш комментарий. Так, что вы пишете? Так, Маш Вовыша, кто в ТикТок зашел, приветствую всех. Так, приветствую, Асфиус. Есть звук. Окей, Юзер, спасибо, тоже тебе. То когда кто-то позвонит, у меня звук пропадает в YouTube. Ну и, по-моему, ТикТок тоже. Флага Казахстана не хватает. Это верно, это правда. Там должен быть флаг Казахстана. Так. Салам из Таджикистана. Желаю всем мира и добра. Главное, чтобы Россия развалилась. Салам, Гоша. Салам, Таджикистан. Именно Чечню зачем завоевывать России, если от нее нет угрозы? Чеченцы самый лучший народ на земле. Это все знают.
Ну, я не знаю насчет как самый лучший народ на земле, но я знаю, что угрозы для кого-либо мы не представляем. И в том числе для России мы не представляли никакой угрозы. Но это не остановило. Наоборот, это только заставило еще больше напасть на нас. В регионе Дагестан, Карачаево-Черкесия есть все ресурсы для развития без России. Нефть, Дагчеч-Инг, граница с Азербайджан, Грузия, выход к Каспийскому морю, черноземы, Чечня, Ингушетия, Осетия, Кабардино-Балкария, природа для туризма. Конечно, наш вообще край, наш Кавказ, это вообще райский уголок на земле. Вот. Я, можно сказать, пешком прошел половину Швейцарии, прошел большую часть Франции. Ну и как бы ездил очень много где бывал, и в горах бывал, и итальянские вот эти горы с Германией, которые граничат. Все это как бы видел, красиво, ухоженно. Швейцарские горы просто шикарные, все очень красиво. Но по сравнению с нами, мне кажется, до нашего не дотягивают. Так, друзья, у нас голосование идет. Вы голосуйте. Вопрос: Китай заберет Сибирь и Дальний Восток после краха РФ? Да или нет? В данный момент на 16 минут, 17 минут, мы уже почти в эфире. Да, говорят 42%, 42% и 58%, 59% уже говорят нет. Так, не отступать и не сдаваться. Голосуем, друзья. Интересно, кто пишет, что Китай не заберет Сибирь? Сами китайцы, наверное. Ну, я думаю, Российской Федерации, нынешней Российской Федерации уже не существует. Как не существовало в 89 году или в 80 даже 8 году, когда Горбачев начинал и проводил свою перестройку, уже не существовало Российской СССР, не существовало. И сегодня несостоявшаяся Российская Федерация, она уже перестала существовать, на мой взгляд. Да, по инерции все работает, большие процессы происходят внутри России. Людей каждый день уничтожают, просто утилизируют. Это их же власть это делает. Их это устраивает, по всей видимости, раз терпят пока. И я полагаю, что даже если какая-нибудь военная хунта захватит власть на России, удержать, сохранить Россию у них не получится. А так вижу большие процессы, которые происходят. Эти процессы будут только усиливаться. Уберменч. Вот то, что ты вот этого персонажа рассказываешь, что где-то там в Литве встречается, настолько все лживо, настолько все имитационно, симуляция идет полная. Ничего не делают, абсолютно плевать на чеченский народ.
берут видео, которое у них было раньше, несколько лет назад, когда еще верили, кто такой вот этот твой деятель, и туда зашли, и литовцы встали и аплодировали. Там, типа, ичкерийцы пришли туда, они же не знают, литовцы, кто пришел. Что это далеко не ичкерийцы, это люди, изображающие из себя ичкерийцы, а проводящие кремлевские планы в жизнь. И сейчас поехали по делам черкесов и взяли на улице, взяли флаг Ичкерии, внутри черкесский флаг, и потом видео приложили, то, что несколько лет назад они туда ездили, там им аплодировали. Вот и вся. Это все пшик. Столько денег вкладывается. Вместо того, чтобы работать на чеченский народ, и ты, который мне его сейчас тут пытаешься разрекламировать, вот ты дряч, душу, да, аж мелилишь ты, что гуш тут насквозь, прозрачно, все ваши действия видны. Не верит вам ни один человек. Понимаете? Ни один человек не верит. Только тот, кто заинтересован убрать Кадырова и прийти на место стати, чтобы закабалить еще больше чеченский народ, или тот, кто не понимает этого всего. Ведь когда-то тоже люди, которые были за Завгаева, Хасбулатова, эти люди потом поняли, что они служат России на самом-то деле. Поэтому вы можете делать все, что угодно. Явилась истина и сгинула ложь. Воистину ложь обречена на погибель. Нет у вас никаких шансов, да, ни к власти прийти, ничего захватить. Ничего. Вам нужен чеченский народ, которого вы хотите обмануть. А чеченский народ, в том числе в моем лице, он прекрасно знает, кто вы такие. Поэтому мы не дадим вам себя обмануть. Понимаете? Поэтому можете что угодно делать, где угодно. Кататься, фото снимать, изображать, имитировать. Ну как, играть роль, так сказать. Полно имеете на это пока возможность. Так, я смотрю здесь. Воевал против Московии, говорит. Это неправда. Закаев нигде, никогда не воевал. Да, был назначен на какую-то должность. И потом произошло на его участке произошло убийство, казнь 4 российских военнопленных, которые вдрызг пьяные по наводке Закаева или его людей были задержаны каким-то странным образом. И потом какая-то странная ситуация произошла, их казнили. Вот вся война, которую вел Закаев. Люди, которые принимали участие в этом преступлении, они почти все или убиты, или на большие сроки осуждены. А Закаев и тот, кто снимал эту казнь, они здесь, в Европе, живут, занимаются политикой, и вместе в одной команде до сих пор действуют. Вот и вся война. Ночью без света ехали, врезались, как говорят, и травмировал ногу. И все, и выехал за границу. Это вся война, которая есть у Закаева. Понимаете? Не надо рассказывать сказки, которые пытаются нам преподносить. Понимаете? У меня есть совсем другие факты. Отличные от ваших. Так.
Правда, что город Гамбург, он как отдельная страна, государство. Я про федеральные земли. Да, Гамбург и небольшая прилегающаяся земля, которая считается землей Гамбурга. а, Это не отдельная страна, это Германия, это федерация. И здесь, да, здесь есть очень большие полномочия у местной власти. И у полиции, у местной власти. Это да. Это правда. Так. Алейкум салам, Матадор. На него боты пишут, вопрос не получается задать. Да, боты раскачивают нам стрим. Ты, говорит, где этот комментарий? Ты предатель, у тебя главный флаг немецкий, говорит. Прикинь, я за немцев. Представь. Представь. А нужно было быть за Россию, ведь правильно? Нужно было тех, кто геноцид нам совершил, нужно было за них быть. Как я так мог? Алейкум салам, Азиз. Приветствую. Елер салам Ашмур Асламбек. Это правда, что вам с детства говорят, что казахи вам помогли, и то, что с ними не дерись. Но у нас не было на районе казахов, чтобы с ними подраться. Так, конечно же, нам говорили, кто такие казахи. И, ну, не дерись, не говорили, потому что это уже само собой подразумевается, если хорошая характеристика дается. И да, благодаря казахам многие выжили из выживших. Хотя погибло более 60, даже некоторые говорят 70% нас там, к большому сожалению. Так, наша родина, наших отцов родина, это Казахстан. Он же вроде единственный был, кто не бросил флаг Чили, когда объявляли Имарат. Уберменш. Смотри, вначале я тоже так думал. Но оказалось, у нас есть правительство, президиум правительства. Они находятся в подполье. Понимаешь, у нас убивают. Понимаешь, наших родственников преследуют. Нас уничтожают. Поголовно просто. Понимаешь? Когда Закаев объявил о том, что он взял Ичкерию в свои руки, да, незаконно ли, нелегитимно, когда есть легитимные представители, он от них бегает и вот изображает из себя, Аяд рассказывает, что он сколько раз его звал на встречу, тот не приходит на встречу, игнорирует, не отвечает и так далее. Поэтому, конечно, незаконно, это преступление против нашего государства. Предательство – это отдельная тема. Вообще попытка узурпации власти, незаконного захвата власти – это страшное преступление, тягчайшее преступление. Но я тебе расскажу одну историю интересную. В 2007 году, когда был объявлен Имарат, это произошло, если не ошибаюсь, в декабре или в ноябре,
Так вот, за месяц до объявления не президентом Чеченской Республики Ичкерия Докой Умаровым, а Докой Умаровым, просто Докой Умаровым, объявление Имарата Кавказ, просто человек сказал, что не как президент я это объявляю, а как человек объявляю, что я теперь возглавляю Имарат Кавказ. А, За месяц до этого объявления Закаев уже поднял этот флаг. Так что этот флаг еще не был. Во-первых, его бросить невозможно, потому что не Дохка Умаров хозяин этого флага. Он защитник этого флага, защитник этого народа. Он ему не принадлежит. И были другие люди, кроме Дохки Умарова, понимаешь, которые пытались связаться с Дохкой Умаром, понять, что происходит и так далее. Но между вот этим моментом Закаев и вот эта банда, они решили, что они умнее всех, быстренько надо стать им президентом. Вот и они стали президентом. Вот Закаев, он себя объявил верховным главнокомандующим и так далее. Когда были выборы в 1997 году у нас в Ичкерии, тогда Закаев набрал, по-моему, 2% или 0,2%. То есть там его родственники только проголосовали за него. Поддержка сейчас не намного больше у него. Ну, может, еще пару человек добавилось за все это время. Поэтому флаг, еще дальше, Докка Умаров, он не издавал ни одного указа. Понимаете? Ни одного, никакого письменного документа о том, что он отрекается от президентства Ичкерии и возглавляет Имарат Кавказ, там еще что-то. Нет, в природе не существует. Мы не видели таких документов. А просто человек, назвавшийся Доккой Умаровым, сейчас искусственный интеллект, кстати говоря, может что угодно сделать. А тогда, я думаю, российские спецслужбы могли иметь технологии такие, чтобы делать это. Поэтому может быть там все что угодно происходить, как это все работает. Да? Поэтому я думаю, что это был трюк такой. Сейчас я пришел к такому мнению, что была работа, с одной стороны, Маулади Удугова, Кавказ-центр, который изображал себя большим сторонником там, и так далее, а фактически в кровь, в огонь вверг чеченский народ и почти под корень, не знаю, за что он так ненавидит чеченский народ, под корень пытался уничтожить, пытаются, еще не оставили они эти попытки. Так вот, брат Маулади Удугова, Иса Ахмадов, ездил, он психолог, вербовщик, как прямо Докка об этом говорит, вот этот наш психолог к нам приехал и так далее. И Докка находился под их влиянием. И вот ему объяснили, что, я так полагаю, что ему объяснили Докке, что нужно сделать так, чтобы привлечь там со всего мира муджахедов, что мы должны дальше бороться и так далее. Но он посчитал, что сопротивление находилось в тяжелейшем положении, и Докка посчитал, что да, это будет правильно. Но одновременно с этим, до того, как он объявил, за месяц, это документы есть, когда Докка объявил, есть, когда Закаев объявил, что он верховный там генералиссимус там какой-то и так далее, с 0,2% поддержки населения. Я думаю, это был один единый сценарий по перехвату попытки захвата чеченской власти. Потому что если не захватить Ичкерию, не возглавить ее, не контролировать ее, то они понимают, что мы, чеченцы, никогда не сдадимся. Поэтому им нужно было уйти от настоящих представителей чеченского народа, которые положили все на этом пути. Понимаете? К своим управляемым людям, своим кремлевским людям. Вот и все. Больше даже говорить нечего. Дальше. Фашистская Россия должна прекратить свое существование как раковая опухоль и гниль, которая терроризирует весь мир со дня своего основания. Говорит Кавказиан.
РФ, кстати, проиграла первую чеченскую. Ну, она не первая чеченская, это вы, наверное, хотели сказать первая античеченская. Но да, Россия проиграла первую русско-чеченскую или первую широкомасштабную античеченскую войну. А так, первая, вот так называемая первая война, она была по факту четвертой. Понимаете, это была первая широкомасштабная военная агрессия. Ну, до этого были и 26 ноября, и в 92 году, и еще позже, после 92-го. Вот они пытались всячески нас убить, теракты, подрывы президента Дудаева. Убили много раз из его окружения людей, убивали из его, других людей окружения убивали людей. Короче, вот такая вот тема. Ты куда лезешь? Ты ждешь, когда вся страна встанет? Вы совсем с ума сошли? Ясно. Зачем Китаю Дальний Восток? Ресурсы задарма получают, плюс там вечный ход, и Китай даст повод выставить себя агрессором, и НАТО подсуетится. Даниэл Дантекс. Я немножко с вами не соглашусь, Даниэл. Дело в том, что а, ресурсы, да, задарма, ну, не тоже задарма, да, очень дешево покупает, но уже территория осваивается, российская территория осваивается Китаем. И Сибирь, и Дальний Восток. И дальше это только будет продолжаться. Также я полагаю, что Чукотка и Якутия, то есть, знаете, я так полагаю, что Соединенные Штаты собираются сделать такой пояс вокруг Арктики, Северного полюса, и сделать такой пояс вокруг полюса, чтобы туда никто не мог добираться. Потому что там льды тают, говорят, по некоторым данным, через 30-40 лет там полностью все льды растают. США планируют еще не одну сотню лет, я полагаю, занимать лидирующую позицию в этом мире. И у Соединенных Штатов очень большой морской флот. Да, владычица морей и океанов США считает себя и стремится к этому. И начиная от Канады, заканчивая Якутией, Берингом проливом, Чукоткой, Гренландией, Норвегия, Дания. Это все союзники Соединенных Штатов и союзники, кроме Чукотки и Якутии, я полагаю. Вот это все, вот это такой пояс вокруг полюса северного, я думаю, американцы будут занимать. А вот нижнюю часть, которая там имеется под уже ближе к Японии, Курилы, японцы заберут, это однозначно. Также Япония станет очень мощной, очень сильной страной после русской агрессии, вот этой потери, поражения России в Украине. И Дальний Восток, который уже занимают китайцы, часть Сибири, заберут эти, англичане, американцы заберут что-то, там французы что-то заберут. Калининград уйдет. Я думаю, вот так все это будет развиваться. Ложь, что Китай собирается захватить Сибирь, говорит Вадим Жилонкин. Вадим, ну, можете вы мне не верить, но ваши сотрудники ФСБ, которые понимают, что завтра все стрелки будут указывать на них, уже заявили о том, что Китай уже захватывает, уже захватил, что уже все, катастрофа наступила. Буквально вот пару месяцев назад ваши ФСБшники, а может быть чуть больше назад, говорили об этом. Поэтому вы можете мне не верить, но вот своим ФСБшникам-то можете поверить. А так, то, что я говорю, ну, можно сказать, я вам даже ваши секреты раскрываю, понимаете?
Но почему-то вы на это обижаетесь. Нет, там, возмущаетесь. Ну, просто смотрите, что происходит. И вы ничего не можете с этим не сделать. Понимаете? Вы ничего не можете изменить. Ничего. Ваша вся власть, ФСБшная власть, она стоит в очередь здесь, на Западе. И к американцам, и к англичанам. Стучат каждый день там в дверь, чтобы стучать. Понимаете? И они пытаются все на военных свалить. Понимаете? Мне, в принципе, разницы между российскими военными и ФСБ никакой нету. Они оба бандиты и убийцы. Оба вот этих класса. Но ФСБ это голова, которая принимает решения. Вот такая вот ситуация. И они сейчас хотят уйти от ответственности. Сейчас все, что мы видим, какие-то переговоры, какие-то договорники, это все ровным счетом ничего из себя уже не представляет. Решается все не то, что нам выносится сюда, на публичное пространство. Решается все кулуарно, договариваются. И Россию уже давно Путина, ФСБ взяли вот за пятачок. И он скидывает балласты все, которые от него требуются. Его задача, как они хотят, они сейчас хотят потянуть время, подготовить своих террористов. Они начали войну в Израиле. Они пытались тогда весь мусульманский мир поднять и не мусульманский мир поднять против Израиля, против США. Им это не удалось. Все прекрасно поняли, что это за спектакль они там устроили. И на этом они не остановились. Дальше продолжаются вот теракты, убийства, подрывы и все. И дальше это будет накручиваться. И вот их задача, сдавая Сирию, сдавая Карабах, сдавая там, все балласты, которые они скидывают, что сейчас я уже забыл. Но много чего они уже скинули, сдают потихонечку. Опять же, ту же Чукотку сдают, все сдают. Главное задушить Украину. Вот, главное додавить Украину. Все, вот, идея фикс, все, больше ничего не важно. Важно, чтобы вот добить украинцев, захватить Украину. Вот в чем сейчас, вот как обстоят сейчас дела. И понятно, что кто-то должен будет за эту преступную войну отвечать. Все вот эти люди, которых утилизируют, да, вот я смотрел блогера российского, Зетника, он рассказывает, что 2 миллиона 200 призвали, осталось 700 тысяч. Вот Путин говорит 700 тысяч там на СВО, а 2 200 было призвано. Куда делись 1,5 миллиона? Вот такой вопрос возникает у российских Z-блогеров. И это очень резонный вопрос. Дело в том, что Россия делает, Путин, ФСБ делает так, чтобы утилизировать всех, кого они призвали. Понимаете? Самые опасные это были патриоты. Они в первых рядах полегли там, при самом еще начале. Всех зачистили, вычистили и так далее. Фактически идет просто уничтожение. Генералов, как мы видим, взрывают в Москве. Кто взрывает, непонятно, неизвестно. Сажают, привлекают к ответственности. И ФСБ очень ювелирно пытается вести работу, чтобы не разгневать всех военных. Я думаю, они их не разгневают, потому что они, хоть она и большая, мощная сила, эти военные, но они из себя ровным счетом не представляют ничего, потому что там очень много инфильтрировано агентуры ФСБ, вот этих военных. И они между собой передерутся скорее, чем пойдут на ФСБ или на Путина. Вот такая вот будет ситуация. Поэтому дела у России, конечно же, шикарные. Очень просто шикарные. Жень, спасибо за подарок. Вот вам Гоша задает вопрос. Вопрос оркам. Почему не показали видео из Крокус, чтобы было видно четко лица таджиков? Вы лохи орки, вас всегда обманывали. Гош, я абсолютно с тобой согласен. И вот эти ребята таджики, которые были задержаны и жестоко запытаны, они или просто их использовали в темную, там, на какой-то там мелкой какой-то своей, подвести оружие, отвести, там еще что-то сделать. Непосредственно убийцами они, я думаю, не являлись. И нам бы показали бы. Ну, может, кто-то где-то там и засветился бы.
Но я думаю, что это, конечно же, Россия сделала этот теракт. Главное не захватить Украину, а перемолоть всех, кто с оружием. Так, Виктор, вы уже столько перемололи, что 1,5 миллиона у самих уже не хватает. Понимаете, о чем ты говоришь? Перемолоть. Да Украина оружие не заканчивается. Украине весь Запад помогает. Понимаете? Ну, о чем вы говорите? Вы никогда не одолеете Украину. Просто это невозможно. Понимаешь? Невозможно. Возможно только в случае, вот что хочет сделать ФСБ, Путин, Патрушев. Это стиль Патрушева, наверное. Больше. Они хотят как можно дольше скидывать балласты там, Америки, Англии. Там, не знаю, с Англией, как у нее дела вроде не очень хорошо. Англия вообще сейчас как-то очень тихо себя не проявляет. Ну, я думаю, работа там мощнейшая ведется. А так скидывает там, балласты, скидывает там откупные. Вот что неприятно на самом деле, что на Западе президент пришел к власти и своих родственников, бизнесменов подтягивает. Это как какая-то банановая республика, всегда считали коррупция, все это такое. А в Америке сейчас это уже как будто норма. Это очень опасный такой симптом, я вам скажу. Ну, речь сейчас не о Америке, а Россия собирается как можно больше протянуть, как вот ты выражаешься, перемолоть людей, чтобы украинцы выдохлись. Украинцы не выдохнутся. Украинцы очень правильно научились сейчас воевать. Хотя несут страшные потери, но по сравнению с российскими, это, конечно, в десятки раз меньше. Поэтому перемолоть не получится всех. Но Россия пытается, начав геноцид евреев 7 октября, она пытается сейчас привлечь весь мир для того, чтобы мы начали бороться против евреев, против США, против Запада, мусульманских разных там экстремистов, террористов, которых она сама курирует и поддерживает. И сейчас эта работа идет. Эта работа идет. И то, что сейчас американцы бомбили в Сирии ИГИЛ, который взял на себя ответственность за преступление, совершенное в Сиднее недавно, 14 декабря. И сирийская армия, нынешняя сирийская армия и американцы вместе борются против ИГИЛ, получается. И есть еще такой африканский рог, туда переместились вот эти все вагнеровцы, все вот эти российские бандиты. В том числе под видом исламистов. Там эти все вербовщики, вся вот эта братья, это такое страшное такое оружие России. Вот эти все вербовщики, какие-то людоеды самые настоящие. И их задача сейчас начать межрелигиозную мировую войну, ни больше, ни меньше. Именно 7 октября 2023 года они попытались это сделать. И сейчас идет продолжение этому всему. Понимаете? Идет продолжение. И им нужно отвлечь внимание, чтобы на фоне Украины, на фоне войны в Украине, чтобы на фоне вот этой мировой войны, межконфессиональной, межцивилизационной войны, конфликт, война в Украине показалась таким детской шалостью. Все забыли и все переключились. И Россия, конечно же, будет предлагать свои обширные возможности, связи для борьбы с международным исламским терроризмом, потому что архитектором этого международного исламского терроризма является ФСБ, КГБ СССР и Иран. Ну, есть еще другие там акторы, но это вот основные. Поэтому вот как-то так это будет происходить. Так что все, что вы хотели бы и о чем мечтаете, и что реально будет, это разные вещи. У вас не будет вашей Российской Федерации. Я вас с этим поздравляю. Да, Алмула. Не будет. Русские никуда не денутся, никто не вымрет, никого вырезать не будут, не волнуйтесь, вас свои и так хорошо вырезают, поэтому вас всем будет жалко. Но нынешней вот этой Российской Федерации, я надеюсь, не будет также и СССР ООН, постоянным членом Совета Безопасности ООН. Посмотрим. Но факт есть факт. Россия катится в бездну.
И если удастся, исключать мы тоже ничего не можем, Россия вкладывается, она же смогла 7 октября совершить геноцид еврейского народа. Она много имеет возможностей, она имеет возможности манипулировать, очень хорошо умеет манипулировать сознанием людей, сознанием масс. Поэтому посмотрим, что будет, но будем надеяться на лучшее, так как мы оптимисты. Главное, чтобы страны СНГ закрыли границы, когда развал с Россией будет, потому что русские лицемеры всегда идут разрушать. Скоро Израиль дойдет до РФ и будет фейерверк. Марат Штейнберг. Не знаю, Израиль дойдет до РФ или нет, но нам нужно всем объединяться. Нам нужно объединяться в этом направлении. Все мы должны помогать Украине. И не играть в эти игры, там где-то деньги получать, где-то там пользоваться. Так, почему у нас сегодня страны СНГ закрыли границы, так это я уже прочитал. А когда не будет РФ хотя бы примерно, говорит Александр Иванов. Александр, я уже года 2, наверное, рассказываю, наверное, так где-то это будет. Рассказываю о том, что война в Украине, которая стратегически уже проиграна и не имеет никаких тактических успехов, какую-то деревню за 5 тысяч населения или 10 тысяч населения захватывает. Я считаю, что 26-й год это решающий год будет. И я полагаю, что 27-й, максимум 28-й год России не должно быть как нынешнего государственного образования. Посмотрим. Я не пророк, не предсказатель, но я вижу, что, может быть, многим будет интересно эту войну закончить таким образом, чтобы Россия больше уже никогда не смогла угрожать миру. Посмотрим. Как хочет, чтобы демократы добро победили. Надоел этот беспредел. Так долго он длится. О, огурец. Абсолютно так. Он длится вечно просто. Это вечная борьба. С момента появления людей на земле, создания их Богом на этой земле идет вечная борьба между добром и злом. И нам нужно быть на правильной стороне истории, на стороне света, на стороне Украины, соответственно. Не мечтай, говорит, еврейская рожа, говорит. Почему же рожа? Нормальное лицо, да. Жаль, что Израиль не закончил операцию против режима Аятоллы, говорит. Ну, я думаю, не нужно нам сейчас ни с кем воевать, нужно Украине, чтобы победила, все силы бросить. Именно для этого и началась эта война против Израиля, была начата, развязана, чтобы отвлечь внимание от Украины. Сейчас, если Россия потерпит поражение Украины, она без сомнения его потерпит, то в таком случае Иран будет еще слабее и еще покладистей. Иран очень сильно воткнул заднюю, как мы все видели, там упрашивали, практически в прямом эфире просили США, чтобы они их там особо не разносили. Поэтому, ну, еще не вечер, так сказать. Да.
И еще, я думаю, Иран еще будет союзником Израиля. Просто сегодняшний вот этот религиозный режим, он, ну, не приемлет пока никакого союзничества. Ну, а так, не знаю, посмотрим. Россия никогда не даст заднюю. Победить Россию – это фантастика. Ну, Виктор, будет странно к тебе, конечно, отказаться, но нам, чеченцам, рассказывать такие вещи, мне кажется, немножко ты выглядишь смешно. Мы миллионный народ, 3-4 тысячи наших воинов гоняли вашу вот эту непобедимую, так сказать, армию, что вам пришлось покинуть нашу страну. Это только один из случаев. Асан, Россию необходимо наказать. Европа в силах ее поставить на колени. Конечно, Вадим, абсолютно, стопроцентно. Но дело в том, что и эта Европа, она неоднородна. Понимаете? Вот Украина, да, она, там тоже проблемы свои, конечно, есть. И КГБ есть, у СССР, и все это имеется. И они тянут назад, не дают украинскому народу победить. Но по большей части Европа вообще это же отдельные государства, которые еще недавно, в прошлом веке, позапрошлом веке, друг друга люто ненавидели и убивали. Сотнями лет друг с другом враждовали. И здесь много своих амбиций, агентов российских, просто своих и личных амбиций, и личных интересов, так и национальных интересов. И это все трудно объединить, все это очень сложно. И Россия очень хорошо и искусно играет на противоречиях, там, на разных всех моментах. Но что будет? В Европе деваться некуда. Если у нее инстинкт самосохранения сохранился, просто мы уже 30 лет, чеченцы, кричим о том, что Россия представляет для вас тоже угрозу, даже больше. Нам не верят. И, может, задаться таким вопросом, как это так? Ну, ладно, нас не жалко, мы для них никто. Но себя-то должны люди пожалеть. Дело в том, что политики, которые приходят, они на 5, на 10 лет приходят, на 15 лет. И их задача максимально удержаться у власти, чтобы за них проголосовали. А что через 10 лет или 30 лет будет, его не волнует, он уже на пенсии будет. И вот это тоже очень играет на руку некоторым с российской стороны использовать этих людей. Помогает это использовать. Поэтому Европе еще очень много предстоит сделать. Хотя Европа, она уже, конечно же, другая. Но здесь говорят одни речи. Вот что самое невыносимое просто. Нетерпимое просто. Говорят одно, а ведут себя по-другому. Там что-то на Америку говорят, там Байден, про Трампа что-то говорят. А выясняется, что Запад покупает нефть, газ у России до сих пор, представьте себе. И когда им говорят там какой-нибудь европейской стране, да, вы что делаете, вам что, не стыдно? Вы сами себе взращиваете монстра, что ли, получается, который уже у ворот практически стоит. Они говорят, нам газ нужен, хватит нам на войну, нам своего как бы. Вот такое происходит. А так, конечно, Европа и по финансовой силе, и по населению, и по вооружению, и по всему превосходит Россию. И она, конечно, победит ее. Конечно, победит. Просто никто не хочет воевать. Здесь люди, они уже настолько цивилизованы, они не понимают, зачем. Зачем смысл убивать, воевать? Можно же торговать, зарабатывать. Зачем воевать? Но логика имперцев, она не подвластна нормальной человеческой логике.
Откуда берется добро? Откуда берется добро? Ответьте, пожалуйста. Альберт, я не знаю, откуда оно берется, но я могу предположить, что добро берется от людей, и зло берется от людей. И у нас, например, вот откуда берутся мысли человеческие. Бог наделил нас возможностью выбора. И наш мозг является таким локатором, таким тарелкой, которая принимает сигналы. И вот, как рассказывают умные люди, идут волны, электрические волны. И наш мозг – это идеи, это мысли, которые появляются у нас в голове. И вот этот локатор, наш мозг, он принимает эти мысли, эти идеи. И вот в этих идеях может быть что-то хорошее, может быть что-то плохое. И в зависимости от его воспитания, от его психологии, образования и много-много чего, генетического, там, наследственного какого-нибудь там еще, культурного кода, человек принимает решение пойти украсть или не красть, пойти побить, убить или спасти. Вот и человек сам выбирает. Вот сделать ему добро. Видит он, котенок провалился в прорубь и тонет. Ну, что можно сделать? Одна мысль приходит в силу его жизненного опыта, может быть, еще по какой-то причине. Да? Что, а ну-ка посмотрю-ка, как он тонет, этот котенок. Наступлю-ка я ему на голову. И все, он делает зло. А если он сразу приходит мысль, нужно спасти этого котенка, он делает добро. Добро и зло исходят от людей. Бог дал нам право выбора, и мы сами решаем. И все валить на Бога или там на сатану тоже неверно. Человек сам принимает решение. А потом, когда он уже много совершает зла, он уже даже не выбирает между добром и злом. Он просто всегда делает зло. Все. Этот человек уже ушел в сторону зла. Наверное, так. Слушала интервью Аллы Пугачевой. Она тоже очень ждет 27-й год. Да, люди, многие понимают. Может, даже будет приостановка сейчас войны. Да, очень много говорят, что что-то становится. Но Россия проиграла стратегически. Все. На десятилетия Россия потеряла. Понимаете? Это нужно сейчас просто осознать. Кто раньше это поймет, у того больше шансов будет выжить, более быть конкурентным в этом жестоком мире. Потому что нет никаких шансов, никаких России победить. Не дадут ей просто. Понимаете? Давай про войну в Чечне. Расскажи, как там боевики воевали. Кстати, эти Гилаевы с Басаевым воевали под черными знаменами ИГИЛа. И Гилаев собирался бежать воевать в ряды ИГИЛ на арабский полуостров, говорит Александр Иванов. Ну, Александр, знаете, я слышу звон, но не знаю, где он. Да? Слышу звон, ну, что-то сказал, непонятно, что сказал. Во-первых, боевики, вооруженные бандиты, это те, кто пришел на нашу землю. Это вы, значит, ваши солдаты, ваша банд-армия. Басаев и Гилаев поднимали черный флаг задолго до появления российско-иракской террористической банды ИГИЛ. Понимаешь? Воевать Гилаев не мог поехать за ИГИЛ или в ИГИЛ, в ряды ИГИЛ на арабский полуостров, потому что его уже не было к тому времени. Он погиб, когда ИГИЛ уже образовался. Поэтому такую чушь иногда вы говорите, с умным видом пытаетесь тут. Но получается не очень.
Асан, там политики России строят планы аж до 42 года, там всякие экономические законы, проекты подписывают. Да, конечно, строят. А вы не помните, наверное, некоторые из вас не помнят, молодые, Советский Союз тоже строил планы. И в 90-м даже году уже перестройка, там все. А быстро пошли, подписали. И нет больше Советского Союза. И никто защищать не пошел. Все клялись, божились, что коммунизм, СССР, Советы, это мы за него там умрем, там все и так далее. Ничего подобного. Все тихо промолчали, быстро спрятали свои партбилеты и пошли строить демократию. Поэтому они могут строить планы, это все болтовня. И 26-й год будет очень суровым, если России удастся разжечь межнациональную, межрелигиозную войну, отвлечь внимание от Украины. Это может затянуться, да. Но по факту, я думаю, даже если начнется вот эта межрелигиозная война, которую Россия планирует разжечь, может быть, против на Кавказе разжечь, может быть, где-то в Сирии уже там появляется, может, в Египте сейчас тоже, Египет особо не фигурирует, сейчас оттуда мы сюрпризы получим какие-нибудь. И я думаю, ничего у них не получится, и все, что они говорят, делают, это ерунда все. Там 42-й год или 152-й год они там говорят. Нет. Они могут разжечь войну, даже если они разожгут ее, война в Украине может закончиться. И я думаю, даже еще быстрее она закончится. Но посмотрим, если разожгут пожар войны, то ФСБ уйдет от ответственности. Да, военные понесут наказание. Россия уже понесла, российское общество, российское государство, экономические колоссальные потери, человеческие колоссальные потери. Все это есть. Но в итоге они могут сделать так, чтобы получилось, что ФСБ сохранится. И есть все основания уже считать, что ФСБ кто-то здесь на Западе и в США, и здесь в Европе прикроют. Может, не всех ГБшников, но некоторых одиозных, которые все сдают, всех своих сдают. Они уже как бы могут вот так все сделать. Посмотрим. Россия is collapsing. Да, совершенно верно. Слава Украине, героям слава. Так. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ва алейкум салам. Герман. Это я в ТикТок пока читаю. Так, давайте перемотаем. Асан, как ты думаешь, 91-го года, когда у России был экономический рост? Ну, я думаю, экономический рост у них начался с момента роста цен на нефть. Такой фантастический просто был взлет этой нефти. И вот, наверное, тогда был рост. Это с приходом Путина, где-то в 2000-2001, может быть, начались вот эти рост цен на нефть, и вот с тех пор у них все нормально. Зачем YouTube советует мне этот канал, говорит. Но, Влад, он тебе советует, хочет объяснить, видимо, ты какой-нибудь смотришь, какую-нибудь там российскую пропаганду, и он тебе хочет сказать, вот посмотри умных людей и сверь просто, что тебе говорят эти, что говорят эти. Поэтому не обижайся на YouTube, все нормально. Он мне монетизацию включил, которую 6 лет мне не включал.
Шамбала-бамбала. Спасибо, спасибо, Марат. Россия вообще не должна была совать свой нос в дела Чечни в 91 году, после того, как она устроила геноцид в Чеченском 23-44. Да, я с вами согласен, Вадим. Деньги выводят, Байкал китайцы захватили, сейчас еще эти СВОшники вернутся, и всем будет не до этого, говорит Алекс Мак. Совершенно верно, Алекс, совершенно верно, абсолютно так. И все к этому идет. И будет и война, русская война будет, как любят называть чеченскую войну. Так вот, называя русскую агрессию гражданской, подменяя понятие. Вот точно так же я думаю, что будет русская война внутри России. Будут ФСБшники раскачивать, там криминогенная обстановка, вот эти все русские националисты, против русских националистов какие-то потом свои карманные вот эти исламисты, потом еще кто-то. И вот это все, вот такая каша будет, чтобы люди запутались, чтобы никто не мог объединиться, никто не пошел против ФСБ, никто не претендовал на власть и не пробовал ее захватить. Вот куда каяться. Никакой уже ни порядка, ни долго еще не будет. Некоторым регионам, которым удастся отойти, отсоединиться, вот они заживут, а Россия будет полудохлая. Не в России, а на России. Да, совершенно верно, не в России, а на России. Казахстан молодцы, они пошли навстречу США и оставили Россию в стороне, хотя Россия сама даст Казахстану то, что он пожелает. Ну, да, сейчас у Казахстана какая-то очень такая интересная позиция, и там, и тут, как бы, ну, посмотрим, что там будет. Мистер Криду, алейк салам. Режим Путина уничтожает своих боевиков. Да, утилизирует абсолютно, чтобы они не представляли для них угрозу. Да. Слава Украине, героям слава. Да, Аслан Момент, спасибо, что ты это у меня Абу Бандита забанил. Что абсолютно какой-то неадекватный. Так, давайте дальше. В будущем российские территории придется разделить между Украиной и Казахстаном. Жанибек, зачем вам территорию России? Зачем вам это нужно? Скажите мне, просто не могу понять. А сам вы знаете что-нибудь про самоходку 614 номер Гвоздика, 94-95 год? Нет, не знаю я, о чем вы говорите. Нет. Шалом, Эркин. Слава Украине, героям слава. Почему власти РФ топорно и быстро строят концлагерь цифровой? Интересно ваше мнение.
Ну, конечно же, чтобы взять под контроль. И я вам скажу, Владимир Батырев, этот цифровой лагерь, он строится не только Россией. Китай, он первый пример подал. Россия уже построила этот цифровой лагерь фактически. И я тебе скажу, у нас Германия очень долго держалась. Далеко держалась от этих лишних камер. Там, например, в Лондоне тоже вот это распознавание лица, очень много камер. По-моему, на первом месте Москва считается сейчас. Ну, когда-то даже был Лондон на первом месте по камерам, которые на улицах. И вот наша Германия тоже начала по этому же пути идти. И, с одной стороны, это хорошо, технологии, современно, преступности меньше будет, там все положено, но у нас должно быть и свобода должна быть, понимаете? Если, например, переводить все в электронные деньги, как нам сейчас навязывают вот эту идею, потихонечку внедряют нам в сознание эту идею, что у нас должны быть цифровые деньги там и так далее. Они есть, в принципе, и те же биткоины, и те же карточки, которыми мы пользуемся, там интернет-банкинг, все такое. Но некоторые утверждают, что будут бумажные деньги вообще удаляться вообще, и они исчезнут, их просто изымут. А вот это катастрофа, я считаю. Почему у меня не должно быть бумажных денег? Значит, тот, кто владеет интернетом, тот, кто владеет моим счетом, он в любой момент, в одну секунду может превратить меня в нищего, бедного, подконтрольного, голодного, кого угодно. Поэтому, да, было бы хорошо, конечно, это удобно, все пользоваться там туда-сюда, но если есть вероятность, что какие-то люди потом узурпируют власть и будут нами управлять, как это в каком-нибудь фильме «Матрица» было, например, или роботы будут захватывать, хотя я вот не верю, люди будут захватывать, скорее всего, при помощи роботов. Вот это да, это страшно, это опасно. С этим мы должны от технологий бежать не нужно, надо наоборот идти вперед, к прогрессу, к развитию. Но одновременно с этим нужно понимать, чтобы нас потом не загнали какие-нибудь там новые, какой-нибудь там, как вы пишете, концлагерь какой-нибудь. Это нам тоже не нужно. И, к сожалению, это не только Россия делает. Россия после распада Советского Союза, то есть искусственного, умышленного ФСБ, само КГБ СССР, само решило распустить. Западу это было, на мой взгляд, не нужно. Но они понимали, что в военном плане они победить не могут. И такие мальчики для битья получились. И колхозная экономика не могла конкурировать с рыночной мировой экономикой. И они решили, да, давайте войдем в эту систему, где во главе стоят Соединенные Штаты, а на периферии, на окраинах они ничего не контролируют. Ну или мало что контролируют. Давайте станем им помощниками. Давайте станем им союзником. Подлижемся, как обычно делает, мимикрирует Россия всю свою историю, когда ей страшно, больно, трудно, она сразу становится мягкой, пушистой, доброй. А потом, когда у нее появляются силы, она вот показывает свое истинное лицо, которое сейчас увидели украинцы, до этого видели и грузины, и сирийцы, и чеченцы, и многие другие. Поэтому в этом смысле это будет очень такое интересное наблюдение. Потому что после развала Советского Союза искусственного сами распустили, разойтись, чтобы сойтись, и начали восстанавливать свою империю. Если вы обратите внимание, во всех советских республиках остались практически во всех, остались КГБшники у руля. В Казахстане, например, Азербайджане до сих пор те же КГБшники. Ну и везде они, и Таджикистан, и Узбекистан, и так далее. Ну, кроме стран Балтии, Украина там поборолась, хотя у нее тоже большие проблемы из-за этой гибни, и так далее. И вот ФСБ делала все, чтобы быть полезной для США. Она, ну, много чего, много что делала, но ей за это что-то другое позволялось, да, что-то она помогает там на Ближнем Востоке, там сдает своих вчерашних союзников, той же Америки, например, где-то в Афганистане помогает, где-то еще в Ираке помогает. За это ей, или Югославию, например, когда уничтожали, распускали ее, вот эта преступная имперская мини-Россию в центре Европы, ее когда ликвидировали, в этот момент тоже никуда не вылезли, позволили сделать, да, все оставлялось. Сейчас, опять же, с тем же Ираном, Иран сам говорит, что их уже Россия предает открыто и прямо.
Поэтому Россия была полностью проамериканской, прозападной. За это ей разрешили, просто, ну все ей разрешили. И ее пустили во все международные, почти во все международные институты. Ей позволили торговать нефтью. Ну просто везде зеленые, просто все. Убийство, геноцид чеченского народа. Да без проблем, пожалуйста, уничтожайте, сколько вам влезет. Нефть, газ продавать туда-сюда, сделать Европу зависимой от российского. Пожалуйста, все. Но потом по какой-то причине банда, террористическая банда ФСБ посчитала, что они новые дворяне. То есть вчерашние Шариковы, они посчитали, что они уже заработали так много денег. То есть всю советскую собственность, которая не была в собственности людей, а была в собственности у государства. И наши отцы, деды 3 поколения пахали как рабы, ничего не имея в собственности. КГБшники поделили между собой. Те, кто нас убивал за идею КГБ, кто нас преследовал, они просто между собой поделили это все. И потом, ну, как бы деньги есть, власть есть. Ну, надо эти деньги, власть передать по наследству. А что может Шариков передать? Конуру свою передать, там, ошейник передать. Ну, что он может передать? Нужно дворянский титул. Значит, вот нужно становиться дворянинами. И на Западе тоже подыгрывали в эту игру. Та же Великобритания, например, генерал Лебедев, новую газету совладелец, его сын какой-то, мэр, сэр, там, его куда-то туда назначили. Там. Но вот эти вещи, ну, с КГБ на Западе, как бы, тесные были, так сказать, отношения. И в итоге вот мы пришли к тому, что, сойдя с ума, как сам правильно Путин процитировал цитату из Корана, что если Бог хочет, Аллах хочет наказать человека, он лишает его разума. Ну вот ФСБ коллективно лишилась разума. Ну и вот они должны были создать из Украины Киевскую Русь. И вот украинское КГБ, КГБ УССР, там белорусское КГБ и там российское КГБ, они должны были объединиться в одну единую империю. Ну и, конечно, дальше восстанавливать свое былое величие и так далее. Ну, попугивая Запад там и так далее, и так далее. Одновременно уже легально, легитимно оставляя эти миллиарды и триллионы, которые они у нас награбили, своим детям и внукам, которые здесь в Европе живут себе припеваючи, защищенные законом, папа наследство оставил, мама наследство оставила. И вот не шмогла, так сказать, русня, не шмогла ФСБ. Получилось, что ситуация немножко пошла не по плану, так сказать, как хотели. Поэтому вот такая вот интересная ситуация складывается. Посмотрим. Интересно ваше мнение. Какие страны будут защищать страны Балтии после нападения Путлера? Я не думаю, что пока идет война в Украине, они нападут на страны Балтии. Я не думаю. Но после того, как война в Украине закончится и России удастся там отвлечь внимание, там еще как-то, да, они же работают днем и ночью, не покладая руку, вон сколько уже детей убили они. И сейчас у них сейчас охота на детей пошла. Убийство детей, начиная от центрального детского магазина на Лубянке, который Алексей Титов пытался подорвать и сам подорвался, заканчивая убийствами детей в Америке, в Миннеаполисе. Затем убийство ребенка в Сиднее, а затем убийство в Москве еще одного ребенка. И я думаю, это очень-очень далеко идущие планы у них по этому поводу. Если им что-то удастся, да, в таком случае страны Балтии могут быть подвержены. И сейчас, в принципе, уже и диверсии, теракты проводятся, дроны залетают, всякая вот эта тема присутствует. Но если вот война в Украине пойдет по плану, как Россия этого хочет, и у нее будет возможность сделать передышку, то, скорее всего, на страны Балтии она нападет в таком случае. Если это произойдет, то Германия, США, они все присутствуют в странах Балтии. И они будут тоже воевать, весь блок НАТО будет воевать. Уже не отвертится, если начнется. И Путин это знает, в принципе. Ну, посмотрим.
Я думаю, скорее всего, больше шансов, что они будут проводить теракты, поднимать внутри здесь Германии, во Франции и других странах, которые им более интересны, раскачивать политическую ситуацию изнутри. Изнутри будут раскачивать. Думаю, так. Согласен, после развала Совка пятый отдел КГБ захватили власть в странах СНГ. Да, Гоша, абсолютно. Ну, не знаю, пятый это отдел или нет, но фактически, да, это так. Людям нужна честность. У нас только честность. Только честность и ничего больше, кроме честности. А сам много украинцев воевал на стороне чеченского народа в Первую и Вторую войну. Например, Сашко Белый, музычка. У него орден Джахара Мусаевича Дудаева. Да, совершенно верно. Воевали. Спасибо огромное. И я очень надеюсь, что за убийство Александра Музычка Аваков и его бандиты понесут ответственность. Как раз перед началом войны. Так, Асан, так, лес стремительно сокращался, но деревья продолжали голосовать за топор, так как его ручка сделана из дерева, и они думали, что он один из них. Да, совершенно верно, Асамбяк. Асан, Россия устроила геноцид украинского и чеченского народа. Голодомор в Украине в 1932-м. Погибло 3,5 миллиона украинцев. Геноцид чеченского народа погибло более 300 тысяч чеченцев. Да, Вадим, совершенно верно. Только вот цифры немножко у вас отличаются, потому что погибло, ну, если брать чеченцев и ингушей, около, некоторые там утверждают, до 700 тысяч погибло. То есть до 70% погибло чеченцев и ингушей. Нас, в отличие от сегодняшнего дня, они тогда не делили на чеченцев и ингушей. Всех в вагоны, всех мужчин на фронт сперва, и потом женщин, детей, стариков уже в вагоны и там, вечную там, мерзлоту, Сибирь, Казахстан, куда только могли отправляли. Да, это так. И знаешь, и это не первый геноцид и над украинцами, и не первый геноцид над чеченцами, который они совершили и в 1932 году, и в 1944 году. Вот такая вот наша соседка. Русня. Путин и его окружение — это жабы, сидящие в вонючем болоте, из которого их не выпустят, пока не сгниют там. Да, Сабек, я думаю, там. Так. Ты рассказываешь их такие хитроумные планы, возникает вопрос, неужели это может быть правдой? Они способны настолько незаметно и скоординированно действовать и сеять смуту и хаос. Не Нунг или Ни Нунг есть, Ни Нург, наверное, да? Твой ник называется. Знаешь, есть теория большого хаоса, управляемого большого хаоса. И, в принципе, мы все это видим. Понимаешь, ничего не происходит само собой. Мы видим, как определенные блогеры, определенные средства массовой информации начинают вот одну программу закладывать. И если вы немножко имеете опыт, а мы, чеченцы, имеем опыт уже, вы видите, что к чему они собираются прийти, для чего это все делается. Сейчас главная такая константа — это то, что России нужно любой ценой победить Украину. Вот все будет брошено на это, чтобы ее победить.
Украинцы, соответственно, также себя ощущают, что они любой ценой должны отстоять, потому что все, кто взял в руки оружие, кто командовал и так далее, они будут уничтожены, сосланы, расстреляны. Мы все чеченцы видели. Поэтому украинцам тоже отступать некуда. Как сказал Джохар Дудаев, на непримиримых сошлись они на позициях. Поэтому России отступить, это тоже не просто уйти к себе. А там уже тогда ФСБ придется отвечать перед теми же военными в том числе. Народ у них никакой роли погоды там не делает, не играет. Поэтому, а так, ну, смотрите наш канал почаще, и вы узнаете очень много интересного, потому что мы проводим аналитику без цензуры, открыто, честно, и многие наши прогнозы более чем сбываются. Так. Друзья, спасибо за подарок. Это у меня сейчас... Спасибо, мне весь стрим подарками заваливаете. Спасибо. Так, я на этом, друзья, свой стрим закончу. Спасибо вам. Мы уже 1,5 часа в эфире и в YouTube, и в TikTok. Подписывайтесь на канал YouTube Reality, чтобы всегда быть в курсе свежих, честных новостей. Подписывайтесь на канал в TikTok. Спасибо еще раз Акнаве за подарок. Всего самого хорошего. Слава Украине! God bless the United States of America and Germany. Ам Израиль Хай. Все будет Ичкерия. Ичкерия. Ам дин ду ночи. Ам дина ду долш ду. Рески вех кюрш садел долш бу. Вей дин дисан кюрш. Дела дог их лойл кюрш. Вей дина дисан. Всего самого хорошего, друзья. До завтра. Аликюэль Машваль.